С 11 по 15 год заболеваемость злокачественным образованием увеличилась на 13,1%. Это составит 391 случай на 100 тысяч населения, или в 15 тысяч 10 случаев впервые выявленных случаев заболевания. Динамика прироста онкологии или заболевания злокачественными образованиями в Республике Татарстан она чуть опережает Приволжский федеральный округ и чуть опережает заболеваемость Российской Федерации. Но по Российской Федерации я не могу сказать, почему такое опережение. Точнее, есть несколько моментов, почему мы опережаем, потому что есть те области, те республики, где статистика, к сожалению, отстает от истинной заболеваемости, и пациенты не обращаются, не ставят на учет, даже получив лечение, например, в федеральных клиниках. По Республике Татарстан в 2010 году заболеваемость злокачественным образованием составила 346 случаев на 100 тысяч населения. В 2015 это 391 случай. Прирост, как я сказала, 13,1%. По федеральному округу 365 на 2010, на 2014 405,7. По 2015 году пока еще нет данных по федеральному округу Приволжскому. Прирост составил более 10, почти 11%. По Российской Федерации прирост идет 6,5-7%, но опять-таки данных за 2015 год нет, на 2014 год 388 случаев на 100 тысяч населения. По структуре заболеваемости на первое место стабильно выходит рак молочной железы. Рак толстого кишечника ушел на второе место, и уступив лидирующую позицию в кавычках раку молочной железы. Рак кожи с меланомой, он поднимается, приходит тоже и начинает конкурировать за второе место с колоректальным раком 12,4%. У мужчин на первом месте заболеваемость раком предстательной железы составляет 18,8. Это первое место среди заболевших в 2015 году, в 2014 году. За 6 месяцев 2016 года этот процент числа умерших от образования увеличился на 1,7% и составил 196,2 на 100 тысяч населения в этом году. В 2015 году это было 193,0%. Количество среди умерших от злокачественного образования преобладает лица пациенты пожилого возраста, неработоспособного. Вот как раз у работоспособных возраста количество умерших уменьшилось. Все-таки эти пациенты относятся к декретированному контингенту, они больше обследуются, они более идут на радикальное лечение, то есть на операции, получают химиотерапию, потому что у них нет того списка заболеваний, которые препятствуют получению, например, химиотерапии, либо лучевой терапии, либо проведению оперативного лечения по радикальной программе. На первом месте женские половые органы 14,3%. То есть рак яичников, рак шейки матки, рак эндометрия, у мужчин рак предстательной железы 7%, на 7% выросло, и органы дыхания на 2,6%. Органы пищеварения это примерно 2%. Причин онкозаболеваний очень много. Это изменение гормонального фонда, старение населения, наличие хронических заболеваний, и канцерогенез он меняется под воздействием факторов внешней среды. Есть несколько таких работ кандидатских и докторских в нашей клинике. Та среда, в которой живет человек, достаточно враждебно к нему относится. Если он постоянно в воде большое содержание кадмия или солей тяжелых металлов, он будет болеть раком мочевыделительной системы. Если он вдыхает асбест и все эти пыли вредосодержащие, которые садятся на стенки бронхов и закупоривают альвеолы, это дыхательная поверхность. Да, кто при этом еще любит покурить, то, к сожалению, рак легкого тоже обеспечен. Есть профессиональный рак. У оформителей, кто занимается красками, особенно с солями тяжелых металлов, у них мочевыделительная система страдает. Кто строительные рабочие, оформители, опять-таки, либо работающие на шахтах, это органы дыхания, конечно же. Почки – это чаще всего те регионы, где есть повышенное содержание солей. То есть у них страдают почки сами по себе. Такого не может быть.
Есть районы, где больше преобладает рак почек, есть районы, где живущие по берегам Камского водохранилища в основном это мочевыделительная система, крупнопромышленные города – это рак легкого, рак колоректальный рак. Особенности питания, к сожалению, тоже сказываются, почему и колоректальный рак выходит. Пища становится слишком рафинированная, подготовленная к переработке, и поэтому ни кишечник, ни желудок не работают. Возникает проблема, то есть орган получается как транспортер, но не как работающий.